21 век – эра новых технологий, когда в арсенале каждого человека от мала до велика есть собственный гаджет. Развлечения, учеба, работа, общение и даже хобби – все это может уместиться в одном телефоне. Великие умы разрабатывают искусственный интеллект, а трезвые пытаются заглянуть в будущее и дать оценку его присутствию в жизни человека. Фантастическое произведение «Диктатура гаджета» как раз некое осмысление непростого положения, в котором в особенности оказалось молодое поколение. Презентация книги молодого автора Алена Пачкория состоялась в стенах Республиканской юношеской библиотеки. Знаете, написать книгу, издать ее, все-таки надо обладать некоторым мужеством. Вот оно у него есть. Это литература. Здесь всегда сочетается и свойство воспринимать мир, и свойство его транслировать. Конечно, было бы неправильно, если сказать, знаете, парень сел и написал литературный шедевр в плане, так сказать, всех параметров, да, предъявляемых к литературе. У него нет опыта. Конечно, так сказать, ему придется над собой работать, но то, что я сказал, я как бы это увидел сразу. Это талант, это все-таки база воспитания и грамотность полученная. То есть это книга, это произведение литературы. «Диктатура гаджета» – это первая книга, которую написал Ален Пачкория, но он сумел очень трезво оценить нынешнюю ситуацию, считает Владимир Делба. Сам Ален уверен, что человечеству необходимо освободиться от гаджетов, ведь есть риск потерять самые ценные навыки мышления. В книге отражены такие следствия цифровой среды, как погоня за рейтингом и клиповое мышление. Учитывая технологический уклад нашей с вами действительности, я считаю эту книгу актуальной в наши дни. В книге динамично и многогранно описывается история человека, который справляется с вызовами современного мира. Это и противоречие между цифровыми технологиями и человеком, и борьба за настоящие идеалы. Доктор исторических наук Юрий Анчабадзе особо отметил писательский талант автора. Очень важно, что вот эта вот новая реальность, она находит выражение в других формах социальной деятельности, в частности литературной. Это уже нужно иметь новый подход, новое как-то мышление, новое мировоззрение, я бы сказал, молодежи. Мне это очень радует, что в Абхазии я встречаюсь с таким фактом. Цифровые технологии бесспорно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но, как отмечает Ален Пачкория, необходимо осторожнее относиться к этим благам цифровой глобализации. Нужно трезво оценивать пользы и тревоги, привносимые гаджетами. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.